Почему мы должны отказаться от возможности общаться? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему политики пытаются ограничить жителей Таджикистана. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. Недавно президент Таджикистана Эмомали Рахмон упрекнул граждан в том, что они тратят слишком много на мобильную связь и интернет. Более 30 миллиардов сомони или почти 3 миллиарда долларов за последние 10 лет. Только за последние 10 лет на мобильную связь население потратило 30 миллиардов сомони. Мы мобильным компаниям, 90% которых являются иностранными, ежегодно отдаем 3 миллиарда сомони. И еще говорим, что у нас нет денег. Дословно Рахмон сказал, что на эти деньги можно было бы закончить главную стройку страны, Рагунскую ГЭС. Сами таджикистанцы эти упреки не принимают. Сегодня у 2/3 жителей страны есть родственники за границей, и общение с ними по телефону и мессенджерам – важнейший способ поддерживать коммуникацию внутри рода и сохранять семейные связи. А в том, что жители Таджикистана тратят много денег на связь, виноваты не только потребители услуг, сколько таджикские регуляторы. Именно благодаря властям телеком-компании в Таджикистане поддерживают заоблачные цены на услуги при достаточно низком качестве связи. По официальным данным, сегодня в 9 миллионам Таджикистане подключены к связи 8 миллионов сим-карт, а постоянно пользуются интернетом примерно половина населения страны. Мобильная связь в первую очередь канал общения таджикистанцев с родными по всему миру, например, с теми, кто находится в России, в трудовой миграции. Именно эти люди во многом кормят сегодня страну, высылая деньги своим близким на родину. Также они часто не видят родных годами, как из-за высоких цен на авиаперелеты, так и из-за введенных в последнее время коронавирусных ограничений и закрытых границ. Наши разговоры стоят 30 миллиардов сомони. Это 3 миллиарда долларов. Если бы эти деньги направили бы на строительство Рагунской ГЭС, давно бы построили станцию. 3 миллиарда – это не маленькие деньги. Это все уходит из карманов населения. Мобильная связь и интернет в этих условиях стали представлять особенную ценность. И многие таджикистанцы просто не поняли, почему президент предлагает им от них отказаться. Точно такая же проблема существует и в других районах Центральной Азии. А как вы относитесь к таким упрекам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Я с родственниками общаюсь с помощью WhatsApp. Дорогой интернет, ну что поделаешь, говорит житель Душанбе. Другого выхода у нас нет. Почему я должна отказаться, когда у меня есть возможность общаться и это делать так легко и просто? Возмущается женщина, которая тоже живет в Душанбе. Я каждый день звоню брату. Завтра еще один брат уезжает за границу. Перечисляет еще один таджикистанец. Дети мои тоже все за границей. Мы общаемся по мессенджеру в Фейсбуке. WhatsApp для этого существует. Но не так часто, конечно, делаем, потому что мы занятые люди, работаем, занимаемся домашними делами. Но тем не менее находим время пообщаться, говорит еще одна душанбинка. Эксперты отдельно отмечают, что когда президент Таджикистана заявил, что потраченные таджикистанцами на интернет и связь деньги можно было бы не отдавать мобильным операторам, он почему-то не сказал, что и иностранные, и местные операторы в Таджикистане покупают связь и интернет у госмонополиста службы связи. И именно эта структура, а вовсе не операторы, получает основную прибыль, когда таджикистанцы общаются со своими родными. Также в 2016 году службой связи при правительстве был создан единый коммутационный центр. Именно через него аккумулируются международные услуги связи и интернета всех операторов и провайдеров страны. Также при помощи этого центра у властей есть возможность отключать связь в стране. Рынок интернет-связи в Таджикистане монополизирован со стороны государства, поэтому деньги так или иначе оседают либо в бюджете страны, либо на счетах этой государственной компании, потому что рынок монополизирован, подчеркивает блогер и специалист в области связи Рустам Гулов. Эта политика влияет и на ценообразование. В Таджикистане связь одна из самых дорогих в мире и одновременно одна из самых худших по качеству в мире. Именно потому, что существует единый коммутационный центр и монополизация в этой сфере. Эксперт Нуридин Каршибоев отдельно отмечает, что расходы таджикистанцев на связь увеличиваются еще больше, если население начинает искать в интернете альтернативные гостелевидению и провластным газетам источники информации, в том числе и посредством VPN-сервисов, для обхода заблокированных службой связи внешних информационных ресурсов. Он настаивает, что власти Таджикистана должны прекратить чинить пользователям препятствия в доступе к информации. Я считаю, что считать деньги в чужом кармане – это неприлично. Люди
Люди вынуждены тратить эти деньги, чтобы связаться с родственниками, которые находятся в трудовой миграции, которые находятся на учебе, подчеркивает Каршибоев, глава Ассоциации независимых СМИ. Просто так люди не пользуются мобильными телефонами и интернетом, а чтобы улучшить ситуацию со связью, заниматься нужно именно улучшением инфраструктуры интернета в Таджикистане. А вы согласны с экспертами? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.